В начале выпуска кадры из аэропорта Домодедово. Толпы людей, все они улетают на новогодние праздники, но отнюдь не в теплые края, как можно было бы подумать, а домой. Сыктывкарцы возвращаются к родным, чтобы вместе отпраздновать новый 2021 год. Этот новогодний праздник имеет все шансы стать самым домашним в истории нашей страны. Большинство ресторанов и баров будут закрыты, массовые торжества отменены, и даже приход Деда Мороза пока остается под вопросом. Однако это не повод для грусти, ведь дома всегда есть чем заняться, да и новогоднее чудо, несмотря на коронавирус, все равно постучит в дверь. Главное верить, а вот чем заняться в его ожидании в новогоднюю ночь, расскажет Ксения Лосева. Как же быть, Дедушка Мороз? Надо Снегурочке помочь. Да и нам нельзя без Нового года. Конечно. Без Нового года как жить? К традиционным проделкам Бабы-Яги, которая из года в год пытается украсть новогоднюю сказку, все уже давно привыкли. Тут все просто. Нужно пойти в лес, победить парочку-тройку злых существ, отыскать мешок с подарками и вытащить из холодного плена Снегурочку. В этом году спасти праздник, по всей видимости, будет немного сложнее. Во-первых, условный противник ковид еще не до конца изучен, а во-вторых, справляться придется без помощи главного волшебника. Дед Мороз в группе риска, а потому не выходит из дома еще с начала пандемии. Теперь все зависит только от нас самих. Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это на нас, кстати, накладывает и в то же время от нас требует. Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать. Фантазировать пользователи интернета начали еще задолго до наступления предновогодней суеты и активно делились фотографиями своих антиковидных елок. Россыпи туалетной бумаги вместо пушистой мишуры и бывшие некогда в дефиците маски вместо стеклянных украшений. Индустрия тут же подстроилась и сразу же стала выпускать новогодние игрушки в средствах индивидуальной защиты. Смотрится, если честно, странновато. Но что поделать? Какой год, такие и елки, шутят в интернете. Блин, жалко, я елку выбросил. Где я сейчас возьму? Не с неба же она свалится. Ох. И $3 миллиона. Особые требования в этом году и к Деду Морозу. Помимо мешка с подарками, от него теперь везде просят справку на антитела. Несмотря на то, что большинство утренников отменили, некоторые все же решили позвать дедушку в гости. В этом году вся Россия будет отмечать Новый год дома, а потому так важно собственноручно создать атмосферу новогоднего чуда. Вообще-то, Настенька, я тебе кое-что принес. Вообще-то, этот подарок мама оплатила давно. Так что тебе все равно придется его отдать. Положи вон туда. И давай не меня, ни себя этими стишками не мучить. Ну и какой же Новый год без оливье и селедки под шубой? Если вы любите отмечать праздники в ресторане или вообще не умеете готовить, не стоит отчаиваться. Можно заказать интернет-доставку. Второй вариант – воспринять это как вызов и устроить дома предновогодний мастер-класс по готовке. Главное, чтобы потом родственники по достоинству смогли оценить ваш кулинарный дебют. Ах, какая гадость, это ваша заливная рыба. Если с кулинарными экспериментами что-то пойдет не так, сразу переходите к развлекательной части. Здесь нет универсального рецепта. Можно задействовать песни, можно танцы, а можно и все вместе. Придать номеру пикантности помогут грамотно подобранный костюм и атрибутика. Лоси, вы совсем обнаглели, а? Я не лось! Я белочка! Ой, люди добрые! Глядите, он белочка! Да хоть скунс! Уйди с проезжей части! Не уйдем, пока не споем! И даже если вдруг в новогоднюю ночь вы остались совсем одни, не стоит грустить. Можно последовать примеру Кевина из «Один дома» и, наконец, посвятить время себе и своим интересам. Сегодня никого не удивишь и онлайн Новым годом. Челленджи и флешмобы в соцсетях, видеозвонки с поздравлениями, новогодние мастер-классы, настольные игры с людьми за 1000 километров. Выбор активностей для онлайн-праздника не ограничен. К тому же, с помощью технологий в этом году можно наконец-то провести новогодние каникулы на берегу океана. Друг друга отражение. У меня сейчас за окном дождь. Ты очень далеко, но ко мне придешь. Преодолеешь любые расстояния. Ведь твоя любовь, она не обманет.
Виртуальный тур на острова, романтический ужин, веселые уличные забавы или уютные семейные посиделки. Вариантов, как сначала проводить этот уникальный год, а затем встретить новый, немало. И все же важнее решить не где, а с кем. И в этом случае запреты на работу ресторанов и клубов – это лучшая возможность, наконец, побыть дома, обнять своих близких и вместе с любимыми загадать самое заветное желание под бой курантов. Ксения Лосева, телеканал Юрка.